наш баннер стоял на мероприятии. Что такое Минский хаб Global Shapers? Global Shapers – это международное сообщество, которое было создано Всемирным экономическим форумом. Предыстория была очень простая. Наш отец-основатель, профессор Шваб, когда-то сидел в рамках своего Всемирного экономического форума за столом с лидерами с разных стран, с Бараком Обамой, с Меркель, с Путиным. Сидел, слушал и подумал: Господи, какие они все старые. Да, чтобы не было обидно, просто он подумал, что а где молодые люди? Полмира, 3 миллиарда человек – это молодые люди до 35 лет. Почему их нет при принятии решений? И он именно создал такое сообщество. Сейчас хабы созданы практически во всех странах мира. Где-то один, где-то два. В больших городах, как Нью-Йорк, это по 2 хаба в одном городе. С какой целью? Первое – это чтобы молодежные голоса были слышны при принятии решений, при проведении исследований, чтобы молодежь могла высказать свое мнение, так как мы активные, так как у нас свежее понимание мира, так как у нас немножко все-таки другая ретроспектива видения проблем. И так как нас просто, вот мы половина мира, нам надо высказываться, нам надо активно строить свое будущее вместе со всеми другими лидерами. А второе – это чтобы молодежь вовлекалась в решение местных проблем. Поэтому в каждом городе, в каждой стране хаб сам собирает людей, молодых людей с разным опытом. То есть это люди, которые работают в абсолютно разных сферах, которые приходят в хаб и вместе делают проекты на развитие своих сообществ. Определяют, а какие мы проблемы видим сейчас в наших сообществах, а что мы хотим сделать. И вот одним из таких проектов был как раз-таки вот это мероприятие EdCamp. Наш коллега Евгений тоже съездил на пару наших мероприятий шаперских, увидел, что за границей давно проходят такие мероприятия. При этом мы знаем, как вам сейчас тяжело, что у нас реформа за реформой, что преподаватели всегда оказываются крайними с точки зрения как и семей, так и органов власти, что сейчас опять меняются учебники. Поэтому мы решили, что в этот тяжелый для вас момент тоже надо вам дать возможность прийти, где-то пообщаться, где-то обменяться опытом, а где-то, может, просто пожаловаться, понять, что вы не одни проходите через эти тяжелые времена, но и в том числе немножко оторваться от ежедневной рутины, чтобы повстречаться с коллегами, а потом поехать вот снова на занятия. И мы решили, вот сейчас сентябрь такой активный месяц, когда мы знаем, что у многих у вас были проверки, но на предмет готовности к новому учебному году, вот чтобы мы могли встретиться, обменяться опытом. В Беларуси у нас сейчас существует один хаб, это Минский хаб. Мы созданы достаточно недавно, у нас пока только 9 человек, но мы активно набираем новых членов. Это практически как везде в мире. Это где-то открытый набор, где-то по приглашениям, когда уже достаточно молодые, активные люди с каким-то профессиональным опытом, с профессиональными достижениями приходят вместе и делают проекты. Хочется сказать, что мы не получаем финансирование Всемирного экономического форума. Все, что мы делаем или за свой счет, или за счет каких-то спонсоров, доноров. Мы ищем финансирование. В частности, это мероприятие было частично профинансировано Social Weekend, когда наша рабочая группа, которую возглавлял Евгений, помогала Анастасия, Максим, они сделали этот проект, презентовали донорам на социальном уикенде и половину финансирования получили. Также нас активно поддержала Coca-Cola, которая, когда узнала, что если к нам приедут много преподавателей, они предоставили бесплатно вот практически все напитки, которые вы видите на мероприятии. Поэтому тоже, что показывает, что можно активно обращаться и получать отзыв от доноров, от спонсоров в Беларуси в том числе. Вот. Поэтому одной из задач нашего хаба мы видим повышение качества образования в Беларуси. Сами мы прежде всего ориентируемся на молодежь, так как мы молодежь, мы хотим, чтобы они вовлекались в активную деятельность, чтобы их голоса в том числе были слышны. Вот, поэтому мы работаем с молодежью, но не могли обойти эту проблему школьного образования, так как сейчас очень много внимания уделяется ей везде. Поэтому активно делитесь, если вам понравилось это мероприятие. Если вы выскажетесь, если вы посчитали, что оно было действительно полезным, то я думаю, в последующем мы тоже сможем обращаться к донорам и говорить, что это был положительный опыт, что это было полезно, и что они в последующем поддержат такие мероприятия. Вы видели, Украина тоже начиналась с небольшого, и все больше и больше и больше, потому что они доказали свою эффективность, что это надо нашим целевым аудиториям.
Вот. Что мы как шейпер еще, какие видим проблемы и чем делаем? Мы совместно с итальянцами организовали одни из первых тренингов по Erasmus в Беларуси. Когда первый приезжал, вот с организатором были Global Shapers и один из наших членов вместе со своей организацией «Молодежная инициатива». В последующем мы также планируем работать над повышением soft skills у молодежи, так как знаем, что далеко не все из них так активно участвуют в мероприятиях. Очень часто видим, что даже когда они приходят на собеседование с нами, они не могут правильно себя представить. У человека может быть прекрасное резюме, он не может это вербализировать, правильно сказать, донести мысль, чем он хочет заниматься, донести мысль, зачем он сюда пришел. Поэтому мы хотим дать ему эти навыки уверенности в себе, презентации, в том числе возможность работы в команде, через работу с нами, через какие-то отдельные тренинги. Это то, что в наших ближайших перспективах. Вот. Также Global Shapers, мы все знаем, что Global Shapers — это молодые лидеры, к нам можно вступить до 30 лет. Такие условия, которые к нам предоставила Женева, поэтому мы активно вас просим. У вас есть... Кто-то из вас в том числе может заинтересоваться, но у вас есть дети, знакомые, студенты, которые могут заинтересоваться, ищите нас на Фейсбуке, это наша группа, добавляйтесь. У нас будет много возможностей принять участие в наших мероприятиях. И также пусть вступают в хаб, потому что на самом деле это уникальные возможности. Global Shapers для нас, специально для наших хабов по всему миру, забронированы на действительно очень значимых, важных мероприятиях, местах, чтобы молодежь могла участвовать и принимать участие в принятии решений. То есть для шейперов на Давосе, например, для шейперов из Евразиатского региона забронировано 25 мест. То есть это уникальное мероприятие на высшем уровне, куда приезжают президенты всех стран. И любой шейпер, любой молодой человек до 30 лет, или до 33, у нас вступление до 30 лет, но до 33 лет ты можешь оставаться в хабе. Вот. Он может обосновать участие, что ему действительно это нужно, полезно, написать заявку и принять участие в встрече в Давосе и сидеть за одним столом с тем же Обамой, с Джастином Трюдо и с другими. Во-вторых, мы даем уникальную возможность влиться в наше сообщество шейперов. В Минске хаб только растет, но по всему миру это действительно признанные молодые люди. В Европе, в Эстонии, в Германии туда входят люди, которые входят в Forbes 30, тех, кому до 30. И если ты входишь в хаб, ты получаешь доступ к уникальной нашей внутренней платформе, и ты можешь напрямую общаться с этими людьми, вести диалог, совместно делать проекты. Поэтому я могу, например, напрямую обратиться к Каспару Кориусу в Эстонии, который делает сейчас электронное правительство. Молодой человек в своей стране, он до 30 входит в Forbes 30. То есть это действительно молодые признанные лидеры. В Америке, например, попасть в хаб не так просто. Ты должен действительно показать, что ты уже чего-то достиг, чтобы тебя взяли. То есть это сообщество молодых профессионалов, которые чего-то достигли. До 30. До 30, неважно, это молодежь, но понятно, чтобы к нам прийти, у тебя должны быть какие-то уже интересы, показать, что ты или волонтеришь, что ты чем-то занимался в профессиональном плане. То есть мы не берем совсем детей. Обратиться могут. Мы потом будем рассматривать анкету, то есть действительно смотреть на мотивацию человека, на его достижения. Но если он активный, если он действительно волонтерил, я думаю, мы рассмотрим его, пригласим на собеседование. Как минимум он может участвовать в наших мероприятиях и подрастать даже вот уже сотрудничая с хабом. Да, никто из нас не работает за плату, хотя есть в других хабах, у нас вот в Маниле, в Гонконге, многие хабы, они регистрируются как некоммерческие организации. Мы пока еще до этого мы еще думаем над этим, есть свои риски, есть свои плюсы, но в последующем, если мы будем развиваться, мы вполне возможно зарегистрируем свою некоммерческую организацию, и то есть вполне возможно у нас будет директор, проектный менеджер, бухгалтер, и там уже будет возможность даже получать частичную оплату. Пока это все на нашем оптимизме, но и во многих странах мира так это и есть. Это молодые люди, которые работают профессионально в одной сфере, и затем в другой сфере просто вот делают социальные проекты для того, чтобы их сообщества и города развивались. Вот. Также, если к нам поступает человек, то он им через платформу Шейперов он имеет доступ к базе данных чиновников,
госслужащих на самом высоком уровне. Все знают, что нашу сеть активно поддерживает премьер-министр Канады Джастин Трюдо, то есть, например, через сеть я могу к нему обратиться с каким-то проектом. Понятно, что его бомбардируют 30 письмами каждый день, он не всегда имеет возможность ответить, но шейперы говорят, что если идея классная, если это что-то свежее, он даже отвечает. И у нас многие мои знакомые уже, вот я познакомилась на наших мероприятиях, таких, где мы участвовали, где мы могли донести свое мнение, мнение от имени молодежи белорусской. Они говорили и показывали, что Джастин Трюдо познакомился с ними на мероприятии, написал им потом письмо поддержки или поздравил кого-то с избранием. То есть это действительно реально вот через Global Shapers достучаться до какого-то профессионала, до какого-то достаточно высокого чиновника, чтобы они поддерживали наши мероприятия. Потом, конечно, это возможность прежде всего взаимодействовать с профессионалами высокого уровня Всемирного экономического форума. Они периодически запускают конкурсы грантов или какие-то исследования, где мы, как шейперы, можем участвовать, произвести какой-то продукт. Если это качественный продукт, мы потом рекомендуем себя как профессионалов перед Всемирным экономическим форумом, они могут нас приглашать как экспертов или совместно с нами дорабатывать продукт. Вот сейчас они запустили такое исследование. Это как ваш город готов к 4-й индустриальной революции. Понятно, что сейчас везде революция, уже такие традиционные виды деятельности, традиционные роды занятий, они умирают во многих странах, и от этого многие люди остаются как бы не у дел, надо искать себя в чем-то новом. Поэтому мы будем проводить такое исследование, и в последующем 50 лучших исследований будут отобраны Всемирным экономическим форумом для совместной дальнейшей работы. А это понятно, что те профессионалы, которые с нами вместе участвуют, они получают уникальную возможность общаться с высокими профессионалами, зарекомендовать себя, как высоких профессионалов, зарекомендовать Беларусь, как, в принципе, ту страну, где молодежь очень перспективная, в том числе привлечь интересы вот этих на самом высоком уровне к нашей стране, чтобы они в последующем проводили мероприятия на наших площадках. Вот. Ну и, конечно, это возможность делать социальные проекты параллельно со своей основной работой. Например, не всегда, не у всех есть возможность делать что-то на основном месте работы, что-то хорошее. Там ввиду устава, ввиду непонимания коллег, сюда ты приходишь, и ты ищешь еще 2 шейперов, которые готовы тебе помочь. Ты можешь вынести любую социально значимую идею, и если ты находишь понимание еще 2 коллег, ты вполне можешь готовить проект, искать доноров. И всегда рассчитывать на помощь, в том числе Женевы, Всемирного экономического форума, в виде письма, например, какой-то поддержки, в виде чего-то другого, и делать что-то хорошее для своей страны. Вот поэтому я в основном рассказала о том, кто мы такие, чем мы можем быть полезны молодым людям. Будем рады сотрудничать с вами тоже со всеми, потому что у нас много мероприятий проходит. Вы наши эксперты, вы те, кто несет основное знание, поэтому активно знакомьтесь, лайкайте нашу страничку, вот она, советуйте коллегам. Будем рады видеть вас на наших мероприятиях. И если в том числе ваши ученики, ваши коллеги, ваши знакомые заинтересуются нашей деятельностью. Проще всего, да, там мероприятия, там мы активно общаемся, поэтому можно, у нас есть сайт, если можно, я там тоже сайт открыла, можно открыть сайт. Вот у нас есть тоже свой сайт, там вы можете больше узнать о каждом из нас, о том, что мы делаем, о том, что такое Hub Global Shapers. Поэтому активно за нами следите, будем рады любому сотрудничеству. Может, у кого-то есть вопросы? Киру передаю. Нет, открывайте страничку. Вот эту, да. Всем коллегам здравствуйте. Хотела бы от имени нашей команды, которая в этом году побывала по программе Community Connection в Соединенных Штатах Америки, команды великолепных преподавателей из бизнес-сферы, из государственной системы образования, рассказать вам об уникальной возможности для учителей повысить свои профессиональные знания, получить другой международный опыт, завязать очень интересные профессиональные контакты за рубежом и посмотреть на свою страну, на нашу Беларусь с точки зрения американской культуры, американского профессионального опыта. Программа Community Connection, которая разработана по
посольством США в Республике Беларусь и работает уже не первый год. Открыла программу на 2018 год. И я бы хотела вам сначала рассказать, какие есть у вас возможности, а потом мы с коллегой, с Надеждой Путятой, которой мы были в одной команде, нас было 10 человек, мы вернулись только в конце сентября из США, рассказать, как это было для нас и что мы вынесли с этой поездки. Итак, что есть для вас? Значит, программа профессионально-культурного обмена Community Connection 2017. Уже сегодня открыта программа на 2018 год, и из 8 программ, там, наверное, 6 программ как раз-таки для учителей. Пожалуйста, мы сегодня, к сожалению, без официальных баннеров, без официальных, потому что мы вне программы идем, наше выступление. Заходите на сайт амбассады США у Республики Беларусь, Community Connection 2018, уже открыт набор заявок. Пожалуйста, уважаемые коллеги, не упускайте возможность повысить свой профессиональный уровень, потому что учителя — это люди, которые постоянно учатся, иначе мы не будем учителями в настоящем смысле слова. Есть там программы для учителей математики, для учителей естественных наук, есть программа для преподавателей, которые работают в области инклюзивного образования, есть программа для женского лидерства, а все учителя у нас в большинстве своем это женщины, и мы с вами настоящие лидеры в своих сообществах, поэтому, уважаемые коллеги, программа открыта, заявки уже набираются, открывайте заявки, открывайте, начинайте оформлять, и, возможно, вы попадете в число людей, которые увидят свою Беларусь с точки зрения США. Итак, что было у нас? Будьте любезны, наш маленький видеоролик, который, опять же, создавался благодаря Надюше Путята, как это было в этом году у нас. Что мы увидели? Наша программа была посвящена развитию предпринимательства и обучению предприимчивости школьников и молодежи. И нам американские коллеги показали всю цепочку, как формируется мышление у детей, у молодежи, у взрослых, и почему Америка такая успешная, такая предприимчивая. Нам показали, начиная с начальной школы, программы, технологии, площадки, детей, учителей, средняя школа, старшая школа, университеты, бизнес-хабы, очень интересные какие-то система дополнительного образования, система внешкольного образования. И красной нитью через все наши встречи, через все наши контакты проходило, как в Америке формируют предприимчивость и предпринимательское мышление у детей. Мы встречались с уникальными детьми, которые в 13 лет имеют свой успешный бизнес. Перед нами стояли дети, которые наши, 13-14 лет, и когда она говорила про свой бизнес, о том, как она его развивает, какая у нее прибыль, как она ведет свой маркетинг, как она пиарит свою компанию. Это было просто потрясающе. Для нас это было очень удивительно. Это это выступление одного из ведущих бизнес-ангелов. Он приедет к нам на Всемирную неделю предпринимательства. Один из интереснейших вариантов, как работать с детьми по развитию креативности, используя лего-системы. Работают с детьми инженеры завода Ford. Дети монтируют вот такие интересные на занятиях, монтируют вот таких интересных роботов, которые, это дети все делают. То есть технологии и как это монетизировать. Знаменитый Junior Achievement, та организация, которая идет во главе системы бизнес-образования в мире, работает везде, кроме Беларуси. В Европе просто система этих школ, Junior Achievement.
Система дополнительного образования Oakland School нам показали, как дети вне школы учатся реальным профессиям и, опять же, как они выходят на рынок труда. Это классы, где учат технологов, где учат ремонтировать машины. Мы были в шоке. Да, детей учат красить, разбирать, собирать, технологически настраивать. Тут же в этом же здании это школьная лаборатория по биологии, по прикладным наукам, медицина, это компьютерный класс для дизайнеров. Это все дополнительное образование. Не в школе, это вне школы. Но очень интересно, что это биологи занимаются здесь. Они здесь новые какие-то... Ну, у них нет понятия «дом», но это система дополнительного образования, там, где это все живое, это все дети делают, школьники. И причем учатся те программы, которые они проходят в этом вот системе, вот в этом учебном заведении, они засчитываются потом как университетские курсы. То есть дети не просто так пришли позаниматься, а они уже начинают вот на этих курсах начинают осваивать университетскую программу. Это наша команда. Дети, это ресторан игровой. Реально нас покормили. Вот это все, опять же, делали ребята своими руками, накрывали на стол и, соответственно, играли. Так, чаевые были реальные, чаевые мы оставляли реально. Но и было очень вкусно. Это не школьная форма, это бизнес-компания, имитационная бизнес-компания, но которая реально делает IT-продукты. Много чего было интересного, поэтому, уважаемые коллеги, не упускайте возможность повысить свою профессиональную квалификацию и узнать что-то новое, привезти в Беларусь. Если не будут меняться учителя, то очень сложно будет поменять что-то в этой стране. Есть ли у вас вопросы к нам? Значит, смотрите, Fulbright, видите, это другая программа, вот Fulbright, там как раз-таки можно посмотреть для учителя английского языка. Но вот в данном контексте Community Connection на следующий год учителя английского языка не затрагивает. Там идут прикладные науки, там идет женское лидерство, инклюзия, ну, там 8 программ. Если в этом году, в 2017 году ездило 6 групп по 10 человек, то в следующем году американцы финансируют 8 групп по 10 человек. 80 человек полетит за океан. Очень, ну, как бы они не открывают эти условия, да, но если вы подаетесь, то будьте уверены, что вашу заявку рассмотрят. К заявке прилагается 2 рекомендательных письма от людей, которые очень хорошо знают вашу профессиональную деятельность, вашу профессиональную область. И как происходит отбор? Это уже делается самой командой. Ну, 2 тура идет. Сначала рассматривают заявки, затем идет собеседование в посольстве США. На русском. Не бойтесь, что вы не знаете английского языка. На уровне бытовом общение идет с помощью жестов, мимики, танцевальных па, с помощью телефонных программ, где уже все придумано, вы говорите на русском, он сам переводит на английский. Это для тех, кто не умеет говорить, не понимает английский. Если у меня коллеги говорят, а мы, говорят, немцы. Я говорю, неважно, вас все равно поймут, все уже придумано, уважаемые коллеги. На профессиональных встречах с нами работали профессиональные переводчики. Был синхронный перевод, задержка перевода 2 секунды. То есть человек слушает и выдает профессиональный, не просто связанный, профессионально адаптированный для нас, для педагогов, текст, который говорят американцы. Американцы очень доброжелательные, очень открытые, все показывают, всем готовы поделиться, но намекают на том, что у них везде есть авторское право и, ну, есть маленькие нюансы. Но если очень хочется, то можно. Да, мы жили в семьях. Нас было 10 человек, у нас было просто потрясающие 5 семей. Мы жили по 2 человека, у каждого своя комната была. И просто вот это общение, чисто человеческое общение, которое мы получили от американцев, оно просто незабываемое. Это просто уже хорошие друзья. Просто.
Нет, нет, мы познакомились на предотъездной встрече, с некоторыми были знакомы в силу профессиональных контактов, но мы познакомились и очень-очень подружились именно перед поездкой. И согласитесь, очень долгий перелет и путешествия по штату Мичиган сдружили нас, и это действительно очень хорошие профессиональные и дружеские контакты. Никаких. Ваша профессиональная область и ваша деятельность. Что вы делаете? Ну, 18+, естественно. Да, все можно, все возможно. Значит, Community Connection — это уникальная программа, которая не просто возит белорусов и показывает им, как хорошо в стране американской жить, а по возвращению мы должны, по условию программы, мы должны реализовать ряд проектов, которые будут свидетельствовать о том, что мы не просто так съездили, а мы что-то поменяли, мы привезли что-то полезное. И сообщество участников Community Connection — это ширится, развивается, и это мы с друг другом очень многие знакомы по деятельности, пересекаемся и дополняем друг друга, создаем новые какие-то проекты, идеи, поэтому это не только вот мы 10 человек съездили, и мы ограничились 10 контактами, нет. В этом году съездило 6 команд по 10 человек. И с очень многими из этих 60 человек я знакома лично, это классные ребята, с ними тоже можно что-то интересное делать. Но, да, мы заявлялись и как индивидуальные проекты, и как групповые проекты. Да, это одно из условий программы Community Connection — презентовать то, что вы хотите сделать, то, что вы будете делать, и что в результате вы получите. Это контролируется программой. Нет, нет. Деньги выделяются только на саму программу, то есть на то, чтобы вас включить в эту программу, оплатить полностью ваше пребывание за рубежом. Да? Но здесь, смотря какой проект как вы реализуете, смотря какую заявку вы оформите, потому что USAID, агентство США по культурным обменом, оно очень много грантов выделяет на очень хорошие проекты, которые реализуются в Беларуси, в частности, вот и проект Social Weekend и очень-очень многие проекты, которые реализуются в Беларуси, вы видите, что там стоит логотип USAID. Да? Это как раз-таки вот тот фонд, который и спонсирует реализацию очень интересных проектов. Ну, вы знаете, что «Думай глобально, действуй локально», поэтому мы думаем о том, как мы это можем сделать. То есть нафантазировать можно все что угодно, но мы реально привязываемся к тем условиям, которые у нас есть. И поэтому любое изменение, даже пускай небольшое, оно уже изменение. А вы попробуйте. Нет, штрафных санкций, я думаю, что не будет, но вы просто реально думаете о том, что вы можете реально сделать. А вдруг получится? Нет, а вы думаете позитивно, не думайте, вот наши белорусский, да, сразу так какой-то на попятную идет, а вы думаете о том, что все равно все получится. А вы знаете, что в нашей группе из 10 человек было 6 человек, 6 представителей бизнес-образования, которые работают в системе молодежного бизнес-образования, 4 человека из представителей государственного сектора образования, я в том числе. Да? Если девчонки говорили там, да, вот класс, мы взяли, мы тут сразу приедем, все сделаем, то нам 4 пришлось очень долго думать, а как же нам так вот, чтобы сделать? Но мы все равно будем делать. Да, мы там уже собрались в очень интересные рабочие, да, команды. Угу. Да, один в поле не воин, да. В каком? С кем?
Значит, смотрите, по условию программы уже 20 октября мы собираемся, скорее всего, опять же здесь на площадке Имагуру, и мы представляем свое видение реализации нашего проекта. Это обязательная часть программы. Ну и затем общение, еще раз общение. Нас не просто покатали по Америке, нам поставили очень конкретные задачи, поэтому это интересно, это выполнимо, это нужно делать. Если у нас есть несколько минут, нам позволят организаторы, то мы вот с Надюшей хотим провести с вами интересную бизнес-игру. Есть у нас несколько минут? На самом деле это экономическая игра для ребят маленьких. У них в основном в школах все построено на проектном обучении. Суть заключается в том, чтобы не вы вещали детям, а что такое экономика, а как распределяются деньги, а что будет, если просто напечатать деньги, а чтобы дети сами до этого заходили. И все это происходит посредством игр, а дальше дети задают вопросы. А почему так получилось? Либо выдвигают свои теории. И да, нам нужен небольшой флипчарт, и нам нужно 8 добровольцев. Играть весело будет. Вы можете сидеть на месте, только вот... Ну, может быть, кто-то на диванчиках тоже подключится. Кто еще хочет? Вот у нас есть ровно 8 человек. У нас есть деньги, доставайте их, знакомьтесь. Итак, тема знакомит детей с инфляцией. Что это такое? Это ваши деньги. Деньги дети создают в своем городе, компании сами. То есть обычно это дизайн денег детей. Посчитайте, сколько у вас денег, подумайте, сколько вы готовы потратить. А сейчас мы проведем небольшой аукцион. Я думаю, с правилами аукциона все знакомы. Просто кто предлагает? Это 500. Вот такая вот бумажка. 500. Да, это 500 рублей. 500 рублей. Да, деньги могут выглядеть как угодно. Итак, у нас аукцион. Мы разыгрываем бутылку Кока-Колы. Начальная стартовая цена 5 рублей. Кто предлагает больше? У нас будет всего 3 товара разыгрываться, поэтому это игрушечные 10. Хорошо, у нас есть 10 рублей. Кто предложит Кто предложит больше? 10 рублей раз. 10 рублей. Да, это 500. Ну что, 50 рублей раз, 50 рублей два, 500 рублей раз, 500 рублей два, 500 рублей продано. Мы даем. Окей, 500 рублей. Дальше у нас полезный лот. Это яблоко. Кто готов предложить, сколько за яблоко? 5 рублей начальная цена. 100 рублей раз. 120 рублей раз. 150 рублей раз. 140 рублей раз. 150 рублей раз. 200 рублей. Да, отдали. 250 рублей раз. 500 рублей раз. 500 рублей. 550 рублей раз. 550 рублей два. 551 рубль раз. 551 рубль два. 600 рублей. Яблоко популярный лот. 600 рублей раз. 650 рублей раз. 600. 1000. 1000 рублей раз. 1000 рублей два. 1000 рублей три. Ну, скупили все. Вот она. Смотрите, уже на этом этапе дети понимают, что, оказывается, есть некая несправедливость. Вот у девчонок с той стороны денег-то больше. Окей, хорошо.
могли скооперироваться. У нас очень интересный набор, последний лот. Это чай и халва. Итак, начальная цена 5 рублей. И поехали. 100 рублей раз. 150. 200. 250. 300. 350. 400. 500. 600. 650. 700. 1000. 1000 рублей раз. 1000 рублей два. 1100. 1150. 1200. 1200 раз. 1250 раз. 1300. 1300 раз. 1302. 1320 раз. 1322. 1500. 1501. 1502. 1600. 2000. 2000 раз. 2002. 2100. Почему так громко? 2100 раз. 2102. 2100 продано. Хорошо, скажите, пожалуйста, кому не хватило денег? Кто хотел бы больше? Хотели бы больше? Это так просто. Где же вы были раньше? У них больше вас. А теперь лот номер 1. Кто готов отдать за бутылочку колы? 1000 раз. 1002. 2000 раз. 2002. 2001. 2001. 200. 200. 2200. 2300. 2300 раз. 2350 раз. 2350. 2390 раз. 2400. 2400 раз. 2900. Она просто считает и добавляет. 2900. 2950. 2950 раз. 2952. 2950. 3. 350. 350 раз. 300. 3200. 3300. Давайте уже суммы конкретно. 3300. 3300. 3400. Хорошо. 3400 раз. 4000. Ва-банк. Раз. 4002. 4003. Продано. Деньги отдайте, пожалуйста. Больше будет. Это за азарт. За азарт. Да, продаем Apple на этот раз. Начальная ставка 5 рублей, все как обычно. Поехали. Яблоко 10 рублей. 500 рублей. 1000. 1100. 1500. 1500 раз. 1502. 1503. Продано. Яблоко отдали без 1500. Ну и итоговый лот – это халва и чай
все как полагается. И поехали. 5 рублей начальная цена. 50, 100, 200, 1000, 1500, 2000, 2000 раз, 3000, 3000 раз, 3... Вы конкурируете сами с собой. 3002, 3003. Да, они все равно не понадобятся вам. Вряд ли можно ими расплатиться где-то еще. А теперь посмотрите, пожалуйста, на доску. Каким образом распределялись цены первый раз, когда у вас были деньги, которые мы отдавали вам в конвертах, как зарплату? И как распределялись? То есть конкуренция, она оставалась все той же, но из-за допечатанных денег просто выросли цены, но ничего не изменилось. Это показывает детям то, что просто допечатывание денег на самом деле не помогает сделать других людей более богатыми. Просто растут цены. И вот на таких простых примерах они объясняют многие сложные экономические вещи. Ну, я могу Юле отдать. Что, уважаемые коллеги, мы приехали команда 10 человек, привезли очень интересные технологии, как зарубежные, так и у нас есть наши отечественные технологии, поэтому мы готовы к сотрудничеству, обращайтесь, приедем, покажем, обучим, и вы уже будете в своих школах реализовывать программы по экономическому образованию и по развитию предпринимательских навыков и предприимчивости ваших детей. Поэтому обращайтесь, открыто для сотрудничества. Сергеева Юлия, доцент кафедры молодежной политики Республиканского института высшей школы, поэтому телефон могу записать, а можете подойти ко мне лично, продиктую. Все, спасибо большое.